Вот это что там? КамАЗ на базе КамАЗа, да? Давайте узнаем, что это. Не расскажете, что здесь? Здесь автомобиль базы газонамазочной службы. А, То есть давайте зайду, хоть поясните. Так, здесь целое дело. Вот данная техника, она для чего? она передвижная техника, которая может на месте заправлять воздушные баллоны для звена газонамашительной службы. То есть звено газонамашительной службы это нештатная служба, которая работает именно непосредственно на пожаре, то есть непригодна для дыхания среде. Получается, у них есть дыхательные аппараты, к ним идут баллоны воздушные. Чтобы их заправлять на месте пожара, вот автомобиль базы газонамашительной службы выезжает и выполняет эту функцию. Но если брать вот примеры такие, конечно, трагические, вот помните там сгоревшие, погибшие при пожаре больших заведений, да? И там как раз не хватало, да, вот именно таких баллонов, которые могли бы спасти, да, если воздух подавать. Я правильно понял? Нет, здесь в основном идет, чтобы при затяжных пожарах обычно идет, которые происходят на более 3 часов, то дыхательный аппарат где-то в среднем расходуется 40-45 минут расход одного воздушного баллона, как получается, одного в звене работает от 3 до 5 человек, то есть личного состава. Получается, если много ГДЗ заходят в непригодное дыхание в среде, то получается где-то 40 минут уже потратит этот воздушник, как получится, воздух свой потратит. Потом он должен, чтобы заново там непригодно для дыхания в среде работать, ему надо другие баллоны. Вот. А звенья бывает от 3 до 5 там могут быть. Ну то есть у пожарных есть возможность больше людей спасти и при этом Да, зарядить. спасти, одновременно тушить. Ага. И принцип здесь какой? Вот пожар рядом, здесь идет загрузка воздухом, я правильно? Здесь, да, заправляются воздушные баллоны для дыхательных аппаратов. Вот, можете найти. Вот находится компрессорная установка, которая может одновременно заправлять 4 баллона. 4 баллона? Да, вот, видите. Ага. Ну это практически оснащение одного рабочего звена, да, я правильно? Да, получается так. Вот воздушные баллоны, это резервный получается. Ну, это на случай, Здесь если... работает мастер базы газонамашительной службы, специалист, который имеет допуск для работы компрессорных установок по давлению. И давно эта техника у вас появилась? Эта техника в прошлом году поступила на вооружение. Его сейчас, получается, поставили боевой расчет, по-моему, прошлого года. Это может помочь нам в борьбе с лесными пожарами? С лесными пожарами нет. Нет, Лесные да? пожары там другая техника нужна. Это работает именно непосредственно, то есть в зданиях, где задымленные зоны. Ну, в лесных пожарах В задымленных... лесных пожарах там в основном работает тяжелая техника. И сколько минут ему надо вот для заправки, получается? Вот это специальная компрессорная, а здесь, да. Сколько минут надо, получается? Или час, или полдня, нет? Нет, где-то 30 минут, 30 минут уже. И расчет может выйти обратно на тушение пожара. Да. Заправляет. То есть здесь находится 100% резерв получается. Если звено выходит, то сразу баллоны идут на заправку. То есть баллоны берутся. То есть вот, получается, да? Вот Это здесь уже заправленные баллоны стоят. Заправленные Да. баллоны. Они просто сдают уже израсходованные. Израсходованные, да, здесь уже начинается их заправка.
То есть уже оснащение достаточно серьезное, и мы можем да. противостоять пожарам достаточно длительное время, я правильно да. понимаю? Правильно. Так, это мы были. А вот хотел сказать, он еще и, здесь смотрю, и благоустройство, это так называют, да? Комфорт. Ну, здесь, получается, документация оформляется, Ага. потому что сосуды под высоким давлением тоже должны быть оформлены, соответственно оформлены. И на базе специально сделали КАМАЗа, да, я так понимаю? То есть высокая проходимость или Да, да, КамАЗ. КамАЗ, Урал, конечно. КАМАЗ Урал, да? Да, показывает хорошую на север, где проходимость. Так, мы тогда пойдем сейчас посмотрим еще какую-то новую технику, да? Там же есть. Да. С нами был главный специалист ЧС у нас, Овидио Стручков, Иван Константинович, чтобы вы понимали. Ого! Но это, так сказать, то, что... Да, что- вот эта техника, они, получается, у них цели, ну, как предназначение одинаковое. Доставка людей, личного состава, получается, Ага. и огнетушащих веществ. Это вода, пенообразователь, еще вот пожарно-техническое вооружение. А Для вот, именно спасения, для тушения, для Вот. ликвидации ЧС. из них, вот я так понимаю, это как бы Это вот Стандарт. новый Урал, Новый, да? получается, Next называется, Урал Next. о чем разница между со старой техникой? Если? Ну, это у них модификация новая, получается. Ну, то есть новое есть новое, да? Да, это? есть новая, есть новая. Вот, лестницы. Один из интересных вопросов хотел задать, да. Сегодня Якутск развивается, столица республики, да, и этажность города, она же увеличивается. Здесь есть новое, или это все-таки еще не такое новое? Ну вот автоколенчатый подъемник и автолестница. Ага. Здесь 50 метров. Здесь сейчас водители сейчас расскажут. А вот примерно вот с этими подъемниками хотя бы до 3-го этажа достанет? Или до 5-го, или до какого? Конечно, достанет. А. 50 метров, вот автолестница. 50 метров получается сколько это? Примерно, если по 3 метра брать, то 20, 20 этажей снимет, что ли? ну, получается так. Ага. Ну, пока водители подходят, мне хотелось бы узнать, вот, а МЧС у нас еще и на воде работает, да? Да. Это уже Это стало... государственная инспекция по маломерным судам. Главное управление МЧС по республике. Ну, наша республика одна из самых больших по водоемам, я так понимаю. По территории, да. И это Акватория, новые катера, да? Или все-таки? Ну вот, по катерам я точно не знаю. Ну, это мы уточним. Я именно по пожарной технике. И сегодня, как вы считаете, оснащение пожарно-технической службы МЧС республики на должном уровне? Или все-таки надо еще немного дотянуть? Техника, как сказать, техника есть техника, она ломается, и у них вот срок эксплуатации, если своевременно менять, то сейчас, да, у нас техника соответствует. Ну, я так понимаю, главное, что вот мощная лестница, то есть дотянемся до всех этажей. 16 Разрешается до 16 этажей, получается. да, Наша надо. техника Уже соответствует, можно да. Вот я просто хочу показать рядом микрорайон Прометей. Там у нас 14, да, 16. Да. Вот эта пожарная лестница свободна. Да, 16-17 этажей.
А вот разница, вот эта лестница, а это как-то вы сказали, по-другому называется, да? Это автоколенчатый подъемник, получается. Разница в том, С коленами он поднимает, а это вот наверх. это вверх, а это как бы поступательно, чик-чик-чик, да? Ну, подожди, говорите. Ага. Сейчас поподробнее скажет водитель. Ага. Скажи-ка про свою технику. И в чем разница между вот рядом стоящими? Вот интересно просто. Ну, здесь как бы машины обе предназначены для подъема на высоту. Ага. Но они отличаются. Это вот автолестница, она просто выдвигается в окно горящего здания. По ней можно подниматься пешком. А на коленчатом он просто люлькой. Колено выдвигается и коленом. У него больше возможностей маневров делать, а у нее больше возможностей людей спасать. Можно по массу спускать. То есть больше и лучше все-таки с коленчатой лестницы тушить пожар, да? Я так грубо. Ну, коленчатая лестница. Ой. Ну, я так придумал, наверное, неправильно. А как правильно? Вот вторая лестница это больше для тушения, да? А это больше для спасения. Или такого разграничения. Да нет. Не, у них получается и спасение, и тушение одновременно. Да, можно и тушение одновременно. Ну, вот у автолестницы находится сухотруп. Также и находится и на коленчатом сухотруп. Просто снизу становится автоцистерна и подает воду через эти сухотруп, подает, через нее можно подавать наверх воду. Понятно. И тушение, и спасение одновременно можно производить. Вот эти лестницы, они недавно или давно у нас на вооружении? Давно, она с 12 года у нас здесь. Ага. Она первая пришла. Это торжок производит эти автолестницы. Вот, дорогие друзья, техническая выставка «Безопасная Арктика 2023» будет работать сегодня целый день. И здесь великолепно отвечает на вопросы представители МЧС Якутии. И, кстати говоря, идет круглый стол, в котором участвуют и ученые, и спасатели, и представители исполнительной власти Якутии. А вот здесь вот химико-радиометрическая лаборатория, это тоже МЧС? Это служба спасения Республики Саха-Якутия. А вот его предназначение, смотрю, отдельное, да, какое-то? Да, да. Какая у них задача будет? У них задача обычно в этом для радиационных химических именно связано с этим чрезвычайной ситуацией. Если есть радиация или другие, да, вредные вещества, да? вредные вещества, получается. И они, как бы вот эта служба может оценить степень опасности, да, Да. с точки химии, Ага. химических этих. Степень радиации именно. Огромное спасибо. Мы приглашаем якутян, да, сегодня только. Посетить нашу выставку. Спасибо. Может, сегодня холодно, конечно, но можете подъехать, потеплее одеваться. У нас зимой более холоднее больше. Сейчас немножко минус 20 походу. Ну, ветер есть холодный, конечно. А Можете дети подъехать. могут залезть, вот посмотреть? Да, могут залезть, фотографироваться, спросить, все расскажут. Может кто-то из вот, именно гостей или жителей города Якутска хочет стать пожарным, спасателем, может сразу ознакомиться с будущей техникой. Итак, дорогие друзья, вас ждет выставка сегодня до 6 вечера. Вам все расскажут, покажут, и может кто-нибудь станет пожаром. Спасибо за внимание.